Общественная организация «Народный университет третьего возраста» в нашей республике осуществляет свою деятельность всего 5 лет. За этот сравнительно короткий срок по различным направлениям обучения стать участниками программы смогли 68 тысяч пенсионеров. Всего за 5 лет работы было затрачено 34,5 миллиона рублей бюджетных республиканских средств. В конце прошлого года организация также выиграла грант президента Российской Федерации. На предоставленные средства более 2,5 миллионов рублей был приобретен микроавтобус. Теперь у представителей серебряного возраста города Уфы есть возможность выезжать в отдаленные районы и передавать знания другим пенсионерам. Народный университет в Европе давно существует. У нас в России то в 70-х годах, как клубы появились, а у нас в Республике Башкортостан Народный университет появился где-то 10 лет тому назад. И вот за этот период огромный спрос пенсионеров республики обучаться в рамках Народного университета. Сегодня 2 программы работают в Республике Башкортостан. Государственная программа, это идет за счет средств республиканского бюджета по линии Министерства труда и соцзащиты. И вот мы, окончившие вот этот Народный университет по бюджетной линии, сами собрались, организовали свою общественную организацию. Учредителями я выступили еще несколько человек, в том числе и участники Великой Отечественной войны. Нам уже 5-й год идет. За этот период обучились более 6 тысяч слушателей Народного университета в городе Уфе. Мы называем в городе его столичным Народным университетом. Ну и со всех концов нашей республики посыпались звонки, приезжают, интересуются и убедительно просят открывать Народные университеты в этих районах и городах республики. Главные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, это дефицит общения, невостребованность и невозможность в полной мере реализовать свой жизненный потенциал. Практика функционирования народных университетов для пенсионеров демонстрирует положительные эффекты и дает возможность личностного развития, приводит к улучшению состояния здоровья и формированию новых навыков. Так, в день открытых дверей особым вниманием участников форума пользовался мастер-класс по древневосточной технике рисования на воде Эбру, где преподаватель столичного народного университета Манавари Габдишева показала, как создаются столь необычные полотна. Не остались в стороне и такие уникальные уроки выставки, как сувенир своими руками, ковровая вышивка, художественная штопка, мастер-класс по парикмахерскому искусству «Домашний парикмахер». Особенно было много желающих обучиться скандинавской ходьбе. Потихоньку развиваем это амплитудное движение и начинаем отталкиваться. Палки никогда не должны стоять прямо, то есть они не для того, чтобы мы не упали. Они для того, чтобы работать и включить дополнительную группу мышц. Благодаря реализации программы народных университетов сегодня представители так называемого 3-го или золотого возраста принимают активное участие и от души приветствуют позитивные изменения в современном обществе. Они проявляют неподдельный интерес к социальной, культурной и экономической жизни и, самое главное, сохраняют способность к посильной трудовой деятельности, готовность передавать свой опыт. Раньше я очень часто бывал за Урале, в том числе в Сибае. Мне город очень нравится. И я вижу сегодня, как пенсионеры приходят с такой улыбкой, все такие с хорошей прической. Ну, просто смотреть приятно, открытые глаза, душевные такие. И тут же начали интересоваться нашими мастерами народного искусства, ремесленничества. После всех этих мероприятий план программы составим, попечительский совет составим, ну и в конце концов определим руководителей этого народного университета. И думаю, с сегодняшнего дня пенсионеры города Сибая по-новому начнут жить. Ринат Музафаров, Гульсария Абилева, Радмир Цингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.